Дорогие соотечественники Чеченской Республики, 5 июня вам предстоит выразить свое отношение ко всему, что происходит в республике, и выбрать, по сути, направление, по которому пойдет развитие республики. Или будет продолжен бессмысленный и, прямо скажем, позорящий республику и его народ шабаш ныне властвующих политиков, с его опорой на криминальные элементы, на национальную замкнутость, непрофессионализм во всех сферах управления, или все же удастся направить очень сложный процесс самоопределения в русло позитивных действий, когда можно будет, наконец, заняться действительно реформами, восстановлением попранного достоинства граждан, укреплением дружеских, человеческих отношений и между собой в республике и своими добрыми соседями, с теми, с кем на протяжении веков жили в мире и согласии наши люди. Поэтому я хочу призвать вас, дорогие соотечественники, дорогие мои избиратели, 5 июня не остаться в стороне, а прийти на участки для голосования. Это не тот случай, когда можно проявлять благодушие и доверчивость. Режим, который в течение почти 2 лет находится у власти в Грозном и который так много заявлял о своей приверженности демократии, суверенитету, на деле оказался банкротом. Благородная идея демократии использована им для насаждения несвойственного народу духу агрессии, национальной вражды, а святые понятия свободы понадобились лишь для того, чтобы расчистить путь, беспрепятственно воровать и грабить. Национальное богатство в интересах узкой и преступной группы лиц, приближенных к власти. Показательно, что за эти 2 неполных года нынешние правители и полшага не сделали к реальному реформированию экономики, к реальному решению острых социальных проблем. Наоборот, произошла бюрократическая централизация, которая позволяет наживаться только нынешним руководителям, а они присосались к государственной кормушке и властным рычагам. По сути, бездарно растранжирен богатейший потенциал республики, который создавали многие и многие поколения всех народов Чечено-Ингушетии. Возьмем такой факт. Раньше всего 2% доходов от продажи нефти оставалось в распоряжении народов республики. Сейчас остаются все 100%. И что же, стали ли вы богаче от этого? Увы, многие на себе уже познали, что такое голод, нищета, отчаяние. Страшно, конечно, но это так. Безработица составила уже более 30% всего работоспособного населения. Такого показателя не имеют даже самые бедные африканские государства на сегодняшний день. Произошел небывалый на 60% спад промышленного производства. Остановились многие предприятия. Растащено и растаскивается оборудование, распродается технологический транспорт, материалы. Ущерб народному хозяйству за неполные 1,5 года правления режима Дудаева превысил 70 миллиардов рублей. Миллионы тонн нефтепродуктов исчезли без следа. Куда они подевались? Мыслимое ли дело? В прошедшем и нынешнем году не введено в республике ни одна школа, ни одна больница, ни один клуб. Этим некогда было заниматься, потому что республика в результате бездарного управления экономикой оказалась зоной крайне неблагоприятной для новых вложений. Миллиарды нефтерублей и долларов оседают за рубежами и в коммерческих структурах во всех бывших республиках Союза и во многих других государствах и не возвращаются, конечно же, в республику. Об этом вы, наверное, знаете гораздо лучше меня, ибо на себе испытываете каждый день прелести правления.
Вот такое правление бездарное, безответственное привело в буквальном смысле к деградации морально-нравственных ценностей народа. Убийства, грабежи стали обыденным явлением. В буквальном смысле страх сковал всю республику и ее народы. Можно ли было представить себе подобное еще недавно? Нет, наверное, нельзя было это представить даже. И самое печальное, из Чечни уезжают люди, те, кто прожил в ней многие годы, рядом, дружески. Русские, ингуши, дагестанцы, армяне и многие другие. За 2 последних года республику превратили в буквальном смысле уголовный отстойник, перевалочный пункт международного наркобизнеса. Режим ныне защищают так называемые национальные гвардейцы, вчерашние заключенные Наурской тюрьмы. Зато разрушена до основания прежняя правоохранительная система. В результате из 10 тысяч уголовных преступлений, совершенных в прошлом году, до суда дошло лишь 1 из каждых 10. Горько, но сегодня Чечней пугают российскую и мировую общественность. Для международного общественного мнения республика стала символом бессмысленных угроз. Например, помните угрозы Дудаева взорвать атомные электростанции в России, осуществить террористические акты в российских городах. Это, конечно, вызывает и тревогу, и неприязнь, и откровенное удивление всех нормальных людей. У республики остается, конечно, шанс сегодня на мирное возрождение. И его надо использовать. Но для этого 5 июня надо взять в руки не оружие, а бюллетень для голосования. Мир знает бесчисленное множество примеров, когда в самых, казалось бы, безнадежных, критических ситуациях этот мирный акт народного волеизъявления позволял вывести страну на путь успокоения и согласия и решить накопившиеся страсти. Вот это вы можете и решить 5 июня, если сделаете правильный выбор. Нынешнее противостояние ни к чему хорошему и позитивному привести, конечно же, не может. К руководству республикой должны прийти новые люди. Честные люди, прежде всего, порядочные люди, которые обязаны будут поднимать республику. Без России, без тесных связей с Российской Федерацией, конечно, вы уже, наверное, сами уже прекрасно это понимаете, сделать возрождение республики практически невозможно. Мы ведь веками жили в дружбе. Сложившиеся между нами прочные хозяйственные, культурные, научные, а главное, человеческие связи не удалось разорвать правящему националистическому режиму. И новое руководство, как мне кажется, должно подписать и федеративный договор, и, возможно, в процессе переговоров появятся какие-то вопросы, как у обеих сторон. Их можно ведь урегулировать, так как это мы делали с другими республиками, с другими областями и краями Российской Федерации. Республика должна иметь вокруг себя дружественные народы, дружественные республики, дружественные области и края. Этому и будет способствовать ваш выбор 5 июня. Парламентаризм республики должен стать формой народной власти, который поставит прочный заслон на пути диктаторских устремлений новых вождей нации. Я обращаюсь и лично к президенту Дудаеву с призывом добровольно уйти в отставку, поскольку теперь ясно, что практически мало кто поддерживает режим Дудаева. Это бы способствовало прекращению страданий людей. В республике в таком случае брат, наверное, не пошел бы на брата, сын на отца. И страшная тень прошлого, кровная месть, она не покрыла бы нашу родную землю. Я уверен, что народ сделает 5 июня правильный выбор. И я призываю сделать этот правильный выбор так, чтобы не было страданий, чтобы не было крови, чтобы конфликт, наконец, был бы решен. И чтобы мы все вместе зажили спокойной жизнью, решая наши сложные экономические, социальные проблемы. Другие проблемы мы в состоянии решить все вместе.